Включаю камеру, смотрю, ползабора нету. Даже года не прожили и... Одним махом снесли все наши заборы. Позвонила соседка и говорит, вот здесь у вас где-то уже сносят заборы. Я говорю, неправда, не может быть, потому что нам ничего не предупреждали, ничего не говорили. Включаю камеру, смотрю, ползабора нету. Ползабора, ой, снесли уже. Я в панике прибежала сюда. Потом дочь с внучкой прибежали сюда. Я говорю, как можете? Какая бумага? Должна быть бумага. Конечно, я была в панике. Я вчера прям кричала, орала. Но я же не буду лежать под этим трактором или что-то, держать эти свои заборы. Милиция стала. Они боялись, что я это... Ничего подобного, сняли заборы. Но это беспредел. Ну, забор тех, у кого, как говорят, были документы не в порядке, начался 1,5 месяца назад, это где-то во второй половине марта. А вот вчера дошла очередь до тех, у кого документы на весь участок, у кого красные книги, у кого правоутверждающие документы. Вчера нас всех одним махом снесли все наши заборы. Вы знаете, нас приглашали на собрание представители мэрии, представители акимиата. Они говорили о компенсации. Сначала на первом собрании, когда это было в середине марта, нам сказали, что никакой компенсации не будет. Потом, когда мы стали возмущаться, они нас пригласили вот 29 апреля, они нас пригласили в школу на собрание, говорили о компенсации, говорили о том, что нам дадут земельные участки в районе Кокджара, там на поле. Но, как выяснилось потом, там муниципальная земля, там сельскохозяйственная земля. И что самое интересное, по поводу той земли, люди судятся уже несколько лет, не могут доказать свою правоту. То есть на той земле есть хозяева. Даже года не прожили, и вот такая вот ситуация случилась. Все документы, госакты, все абсолютно, то есть красная книга, все по закону у нас, все чисто. Ну, вчера просто приехали без каких-либо предупреждений, уведомлений, начали просто ломать забор. Под снос у нас, получается, уходит, грубо говоря, около 4 метров участка. Вдоль всего участка, ну, не знаю, это, наверное, около, может, 1,5–2 сотки.